А вот еще одна история. Сподвижника пророка, да благословит его Аллах и приветствует, молодого юноши, в возрасте от 16 до 17 лет, которого звали Саляба, да будет доволен им Аллах. И Саляба, да будет доволен им Аллах, был одним из активистов молодежи во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который слушался пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сердце было наполнено верой в Коран. Он был полностью убежден в существовании Аллаха, и он в предвкушении жертвовал всем для достижения рая. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, послал его зачем-то. Имеется в виду, он послал его сделать кое-что. И Саляба отправился в путь. Ему хватило бы и половины дня, чтобы исполнить эту просьбу. И уже на обратном пути к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, когда он уже приблизился к Медине, он проходил мимо маленького селения, состоящего из небольших палаток. Затем он услышал, как в одной из палаток был слышен звук льющейся воды, как в душе, когда кто-то купается. И у Саляба не было права заглядывать в ту палатку, кто был внутри нее. Однако, в конце концов, его страсть победила его. И шайтан побудил его сделать это. Он приоткрыл материал на палатке и заглянул вовнутрь. И внезапно, к его ужасу, он увидел, что внутри купается обнаженная женщина. Он увидел женщину, которая делала полное омовение. И как только его страсть и человеческие чувства начали возрастать, он вспомнил об Аллахе, свят он и велик. Затем он закрыл палатку и воскликнул так резко и закричал так громко. Он сказал, что же я сделал? Теперь Аллах не спошлет аят пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в котором будет говориться, что я один из лицемеров. Потому что в то время Коран еще не спосылался. Он сказал, клянусь Аллахом, теперь он упомянет обо мне, что я один из лицемеров. Как же я мог поклоняться Аллаху, а затем посмотреть за голой женщиной в палатке? Как я могу считать себя верующим? Несомненно, Аллах поведает всем, что я один из лицемеров. Да, Он поведает. Он поведает. И он уже даже забыл о возвращении к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он был так напуган и не хотел никого слушать, потому что он был уверен, что уже не спосылается стих насчет него, по поводу того, что он лицемер. И вместо того, чтобы отправиться к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он убежал. Добравшись до скал, он остался на них. После того, как он не вернулся к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он стал волноваться, спрашивая всех, где же Саляба? Надеюсь, с ним ничего не случилось. Наступил следующий день, и Саляба так и не вернулся. Он отправил своих сподвижников, чтобы найти его. Они отправились, искали его повсюду, и, вернувшись, сказали, «О, посланник Аллаха, мы не знаем, где он находится». И они продолжали поиски в течение недели, пока пророк, да благословит его Аллах и приветствует, наконец не послал Абу Бакра и Умара, специально для того, чтобы отправиться на поиски и найти его. Он сказал, отправляйтесь и проверьте окраины Медины, холмы, скалы и леса с деревьями. Проверьте каждую палатку, спрашивайте, кого только сможете найти, и найдите Салябу. Я очень о нем беспокоюсь. Они отправились, и у них ушло несколько недель на его поиски, пока они наконец не подошли к тому селению, где они нашли пастуха с его стадом. Они обратились к нему со словами, «Видел ли ты здесь молодого парня, который выглядит так-то и так-то? Зовут его Саляба». О том юноше, который постоянно плачет. Они сказали, какой еще плачущий юноша? Он сказал, тот, который постоянно плачет. Есть один юноша, который находится вон там, у тех скал. Все наше поселение слышит, как он плачет по ночам. И мы даже не знаем, по какой причине. Каждый день он спускается и пьет немного молока от моих коз. Затем он снова убегает к тем скалам. И они сказали, это точно он. Затем Абу Бакр и Умар поднялись к тем скалам и продолжали искать, пока не нашли его, засыпанного опавшими листьями. Его одежда была взорвана. Тело стало худощавым, а на коже появились болезни. Он был очень болен. Им даже показалось, что он умирает.
Затем они подняли его, и как только Салиба увидел их, то он до смерти испугался, как будто ангел смерти пришел за ним. Он попытался вырваться и убежать, но ему удалось схватить его, а он умолял: «Пожалуйста, я прошу вас, не ведите меня к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Я прошу вас, я очень боюсь». Они спросили: «Да что с тобой? Возьми себя в руки». А он продолжал: «Прошу вас, не ведите меня к нему. Я знаю, для чего вы меня ведете. Видимо, Аллах не спасал аят, говорящий обо мне. Ведь он сделал это. Он ведь не спасал аят, упоминающий обо мне. Ведь так?» Они ответили: «О Салиба, мы не знаем, зачем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хочет увидеть тебя. Прошу тебя, пойдем с нами». Он сказал: «Хорошо, но я знаю почему. Я точно знаю почему». Они сказали: «Клянемся Аллахом, нам нужно привести тебя к нему. Это приказ пророка». Они оставили его у него дома и сказали пророку, да благословит его Аллах и приветствует, что он там. Когда он вернулся домой, он подошел к нему, поцеловал его голову и обратился к нему: «О Салиба, что случилось?» Он ответил: «О посланник Аллаха, ты, наверное, скрываешь от меня». Он спросил: «Что скрываю?» Он сказал: «Ведь Аллах не спасал аят, указывающий, что я один из лицемеров, ведь так?» И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взглянул на него, а он плакал и сказал: «Нет, о Салиба, Аллах мне не спосылал ничего насчет тебя». После чего он сказал: «Я, наверное, буду наказан, о посланник Аллаха». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «О Салиба, чего же ты боишься?» Он ответил: «Я боюсь, что Аллах поместит меня на нижайшие уровни адского огня. Я совершил грех, о посланник Аллаха». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Ты боишься гнева Аллаха?» Он ответил: «Да, боюсь». Пророк сказал: «У верующего также есть еще одно чувство, и это надежда. На что ты надеешься? О чем ты мечтаешь? К чему ты стремишься?» Он ответил: «Я надеюсь на милость Аллаха и на Его прощение». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тогда проси Аллаха о том, на что ты надеешься. И имей только хорошие мысли об Аллахе, и ты обретешь это». После чего он начал молить Аллаха, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, тоже попросил Аллаха за него. И вдруг Салиба сказал: «О посланник Аллаха, я чувствую, как будто 1000 муравьев бегают по моему телу». Он сказал: «Ты действительно это чувствуешь?» «Да, о посланник Аллаха». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Это смерть. Она пришла и забирает тебя. Ты умираешь, о Салиба. Скажи: ля иляха илля. И Салиба начал повторять эти слова. Ему напомнили: «Скажи: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». И он повторял эти слова, пока, наконец, его душа не покинула его тело. И он был прощен. Потому что, мои дорогие братья и сестры, он надеялся на прощение Аллаха, свят Он и велик. Он мечтал о рае, и Аллах простил его.